Селям алейкум. Для того, чтобы стать героиней тревел-проекта Джанна Феми, Эльвире Сархалил пришлось совершить небольшое путешествие из Кучукозеня в Симферополь, где мы сегодня с ней и хотим пообщаться. Хош келден, Эльвира. Селям алейкум. Как доехали? Хорошо, удачно доехали. Как настроение? Хорошее. Осеннее такое, спокойное, романтическое настроение. Эльвира, несколько дней назад ты выложила в социальные сети релиз альбома Рамазан Эльвира Project, который называется Conversation. И если мне не изменяет память, вообще запись этого альбома начиналась еще давно, так где-то год назад. Почему так долго все шло? Вот как так получилось? Расскажи подробнее. Запись началась год назад, а вообще сам по себе проект начинался, наверное, год 3 назад, если не больше. И все началось с того, что как-то Расим мне предложил написать пьесу для моего голоса. Попробовали, порепетировали, получилось, и мы немножко начали менять формат. Постепенно мы его меняли по настроению. И, впрочем, не планировали альбом записывать, мы просто делали так, для настроения делали, для души. А получилось, что вот собрался материал, и, в общем-то, какая-то идея появилась записать альбом, и мы поехали в Киев. Поэтому, наверное, немножко затянулось, что надо было ехать туда, мастерить, и потом приезжать обратно. И вот постоянно вот эти поездки, они нам как-то вот это время задержали свой альбом, хотя мы его планировали раньше выпустить. Ну, так, собрались знакомые музыканты, приехал Дэн с Нью-Йорка, Андрей Арнаутов из Львова, Расим освободился. То есть это те профессионалы, с которыми ты хотела работать? Да. Расскажите подробнее вообще, как вы начали работать с Расимом, как вы познакомились? Меня познакомила с ним поэтесса крымско-татарская Гульнара Неметова, и как-то она написала слова на его музыку и предложила его спеть. Мы собрались, пили чай, общались, так слушали музыку Расима. Потом я пела, так как в дружеской творческой обстановке, так как мы познакомились. А потом уже вот это как-то постепенно пришло к такому вот альбому. Ну, неожиданно, конечно, у нас не было каких-то таких каких-то конкретных концепций для того, чтобы что-то там творческое с ним вместе создавать. Нет, это просто вот... То, что родилось спонтанно. Да. Есть ли какая-то классификация, определение для той музыки, которую вы делаете? Что это джаз, это фанк? Как вообще это можно назвать? Да, там есть фольклор в этой музыке, есть джаз, его там немало, конечно. Есть классические элементы, потому что консерватория дает свое. Все-таки Расим учился как классик, я, и тоже внесли и какие-то элементы классики. Но все-таки в итоге это собралось все в какой-то один стиль. Я не могу точно назвать это джазом, потому что все-таки там очень много крымско-татарского такого нашего аутентичного. И в то же время не могу назвать полностью крымско-татарскую музыку, потому что там участвуют не только крымские татары, играют. Поэтому я сказать, что это полностью это такой продукт крымско-татарский, тоже не могу. Потому что те люди со своим опытом, которые приехали на запись альбома, они все-таки люди другой культуры, но они внесли все равно они что-то в свое вносят в любом случае. Да. А Расим, он сын известного крымско-татарского музыканта Наркенты Рамазанова. И есть ли какой-то отклик от него, как профессионального музыканта? Во время этих репетиций Наркет Ага очень так гостеприимно меня встречал, очень поддерживал. Конечно, он всегда так желал, чтобы все у нас получилось. Настроен, как наши музыканты взрослые, уже того поколения, которые, в принципе, уже завоевали, и они как бы создавали этот пласт такой музыки, нестандартной крымско-татарской музыки. Это где-то джаз был, где-то лаунж в свое время. И они понимают, они не говорят каких-то розовых таких слов, которые там «Вау, там, вы такие, вы сейчас все порвете». Такого не было, конечно. Они же знают, как это все. Вот они как раз хорошо это знают. Поэтому позитивно, так, спокойно поддерживала. А отзывы есть от слушателей? Что вообще говорят люди?
Ну да, отзывы, да. Еще в тот момент, когда мы записывали альбом, уже там приходили музыканты, приходили знакомые, люди творческие. И они там уже слышали альбом, много пожеланий, конечно, отзывы. А обыватели, простые люди, как реагируют? По-разному. Ну, есть люди, которые выбрали одну-две песни для себя. Ну, и то хорошо. Но это, для меня не важно, что это они весь альбом сейчас вот полюбят, и он станет известным прямо вот сегодня. Нет, я понимаю, что эта музыка сложна. Хотя мы там упрощали, она была еще сложнее. Мы упрощали, мы приходили к этой форме постепенно, чтобы она была более доступна для непрофессионального уха, да, музыкального. Ну, вот такие отзывы коллег самые разные, но в основном все хорошо. Все хорошо. Да. Когда ждать вашего концерта в Симферополе? Может быть, с презентацией альбома? Мы презентовали эту программу, как программа, а не как альбом, когда он еще не был выпущен. А сейчас есть альбом, но он вот в интернет-версии только выложен. И надо диски выпускать для того, чтобы презентация, чтобы люди, они будут ожидать, чтобы купить себе диск. Я знаю, что у нас это не очень здесь модно, в Крыму, в интернете там покупать музыку, да, и в этих вот приложениях там западных, где-то там их выискивать, записывать. У нас это не используют, и поэтому многие даже не разбираются. Они смотрят на альбом, говорят, альбом, начинают там, спрашивать, а как можно и где можно его купить, хотя он там перед их лицом, да, весь выложен. Они все равно начинают спрашивать, и я вот говорю, потом объясняю, потом они мне пишут в личку многие, спрашивают как, я вот объясняю, как именно, да, какие там приложения или что. Есть вот такая проблема, то, что это именно у нас это непрактично, у нас это в Крыму непрактично, а для музыкантов вообще это очень удобно. Вот, мы практически, можно сказать, презентовали ее так в интернете, а чтобы сыграть полностью программу, мы будем постепенно давать какие-то акустические, может, концерты. Расим приедет, с ним сыграем. То есть какой-то бомбезной такой презентации я не планирую делать. Вот. Хотелось бы просто в этой версии, которая она уже записана, чтобы вот это качество, это настроение, которое мы вложили, чтобы именно оно уже заработало, а не... последующие, конечно, концерты очень важны, но мы вкладывали все эмоции именно в запись, потому что там было очень много мыслей, например, чтобы эта музыка была, в ней был свет в этой музыке, было солнце, чтобы в ней было, плеск какой-то, плеск волн, все там, вся информация там, в этом альбоме. А в дальнейшем будем играть с разными музыкантами. Этот проект Сарахалион Рамазан Project мы будем играть и с аккордеоном, и с гитарой, и, будем экспериментировать. Будет очень интересно попасть на такой концерт. Да. Вот, по моим ощущениям, раньше концертов Эльвиры Сарахалил в Симферополе было больше, они были чаще. Это с чем-то связано? Почему так? Раньше было как-то, наверное, легче и собрать людей, и легче было, собраться с музыкантами. Сейчас настроение у людей изменилось, у тех же музыкантов настроение изменилось. И я все-таки меняю формат постепенно, эта музыка становится какой-то другой, новой. Да, я хотела привыкать. Хотела спросить об этом, потому что Эльвира Сарахалил, с которой мы познакомились несколько лет назад, это была этничная исполнительница. Сейчас ваше творчество меняется, добавляются какие-то новые жанры, какие-то новые техники, манеры исполнения. А чего ждать дальше? Какую ждать Эльвиру дальше? Я, наверное, внутри, во мне это все было, на самом деле. Оно во мне было, просто я не могу все это реализовать так быстро. То есть во мне этот же стиль, там, и фьюжн, и рок, и джаз, и этно, и классика, и опера, они во мне все есть давным-давно. Просто очень трудно, во-первых, идей много, а на практике это сделать очень трудно, потому что тут же надо собрать команду, чтобы все могли в это время, в этот день, репетиционка, время для репетиций, концерт, и все это должно, надо очень быстро в темпе это все делать.
Потому что, ну вот, чем быстрее соберешься, тем быстрее дашь концерт, тем он будет легче. Чем дальше будет эта репетиция длиться, тем пресыщается уже. Я тоже такая человек настроения. И мне надо, чтобы это быстро, пока есть настроение, все это собрать. Поэтому, наверное, из-за того, что практически это сделать сложно, сразу все показать. Хотя и в чистом джазе, конечно, у меня много вот проектов в джазе. Этно тоже много. Рок, ну, не хватает ни времени, и просто очень много музыкантов, которые за пределами Крыма живут. И теперь мне приходится туда ездить, потому что ну, вот это катание туда-сюда, оно забирает очень много времени и всего. Ну, трудно. Трудно все показать. Я тогда была этничной, да, но... Был тогда... образ собирательницы народных песен. Я до сих пор собираю. У бабушек. Я собираю, да, занимаюсь уже. Если тогда я собирала и рассматривала его как исполнитель, теперь я, как, наверное, ну, исследую больше с научной стороны. Я больше исследую, больше погружаюсь в ее, как сказать, в саму глубину и происхождение крымско-татарской народной музыки, в его корень сам смотрю. И тогда мне это было как исполнитель. Что уже открылось за время этих исследований? Много. Но я, если так кратко. Не могу сейчас сказать. Я, наверное, буду писать статью какую-нибудь научную, там я буду говорить об этом. То есть мне хочется, чтобы это все было грамотно оформлено, чтобы люди не отнеслись к этому как к какому-то баловству, потому что у нас очень ревностно относятся, когда там об этом так заявляешь, что почему-то есть своя там, есть свои у нас авторитеты, к которым прислушиваются. А если я сейчас это скажу так просто, да, в беседе, это может очень когда недооцениться. А это очень важно, то, что я нашла. Это для нашего искусства музыкального это очень важно. Хорошо. Это будет хорошо. еще время, повод встретиться. Хорошо, да? будет повод встретиться. И недавно я услышала мысль от одной из наших молодых певиц о том, что крымско-татарские музыканты, они слишком профессиональны для обывателя, для наших простых слушателей. Их музыка слишком сложна и непонятна. И обычные люди хотят такого музыкального фастфуда. Сейчас несложно, все понятно, доступно. Вот что вы думаете об этом и как быть в этой ситуации? Вот тут сразу у меня возник вопрос, как быть нам, вот музыкантам, которые не хотят подстраиваться, а хотят просто делать искусство и все. И как быть этим людям, которые не хотят развиваться? Вот, наверное, тут очень много вопросов сразу. Как быть? А вот для этого, наверное, не могу сказать, что я специально хочу менять сознание народа и делаю эти концерты и записи. Нет, не для этого. Но просто стоит заглянуть в наш архив этим людям, и они найдут там для себя и разную музыку, все-таки прислушаться. Потому что здесь какая-то лень, какая-то расслабленность такая. Мне кажется, надо любить себя, надо любить и для себя вот такие вот изысканные, как блюда, так и музыка, да, изысканную музыку для себя покупать или ходить на концерты, находить в интернете, она есть бесплатно где-то, не обязательно, чтобы... Она очень доступна, это самое главное. Но да, им, конечно, как вот этот фастфуд, им не будут в лицо, да, постоянно где-то реклама, это она не будет, конечно, сверкать перед глазами такая музыка. Но все же, если немножко приоткрыть эту дверь, то там столько музыки найдется в этом архиве. Поэтому просто дать себе, позволить себе попробовать послушать другую музыку, а не привыкать на то, что только предлагается очень легко. Так те люди, которые производят такое, я не говорю, они хорошие, там среди них есть замечательные музыканты, но они-то сами не уважают то, что они это делают. Они не уважают эту музыку, тот продукт. Они просто его выпускают, наверное, просто для, это просто, не знаю, индустрия какая-то. Я надеюсь, Лера, что мы будем еще встречаться не раз и обсуждать все эти темы, и не только в рамках эфиров, но и на твоих концертах. Саумс, я тоже рада вам всегда. Саумс. Это была программа Джанла Феми. Мы продолжаем нашу работу. Ждите новых эфиров. До встречи.